Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске задержали 33-летнего мужчину, который стрелял в сторону посетителей кафе, передает пресс-служба МВД по республике. В сообщении говорится, что в июле текущего года подозреваемый, находясь в помещении одного из кафе по улице Чернышевского, грубо нарушая общественный порядок, выражающий явное неуважение к обществу, несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в сторону посетителей заведения общественного питания. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого в совершении других правонарушений. В открытую угнал электроскутер, припаркованный возле жилого дома в Якутске. По подозрению в этом преступлении был задержан 53-летний мужчина. В день происшествия потерпевший припарковал свой электроскутер во дворе одного из жилых домов. Злоумышленник, увидев двухколесный транспорт, похитил его и пытался продать. Но у него ничего не вышло, и тогда он просто бросил похищенное возле одного из магазинов. Тем не менее, ему все равно грозит срок до 5 лет. Хотел купить игровую приставку, но просто лишился денег. Житель Якутска стал жертвой мошенников. Он рассказал, что на одном из интернет-сайтов увидел объявление о продаже игровой приставки за 18 тысяч рублей. Позвонил по указанным в объявлении номерам. Продавец сообщил ему, что нужно произвести предоплату за технику в полном объеме. Договорившись о безналичном расчете, покупатель с помощью мобильного приложения перечислил деньги на банковскую карту злоумышленнику. После перевода денег продавец перестал отвечать на звонки. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка. Мошенники похитили деньги у алданцев, взломав страницу в социальной сети. 22-летний мужчина сообщил, что на одной из популярных социальных сетей молодой человек получил сообщение от своей подруги. Девушка просила перевести ей деньги в долг на похороны матери. Ничего не подозревая, молодой человек выполнил просьбу и перевел более 20 тысяч рублей на указанный счет. Позже ему стало известно, что страничка его знакомой была взломана неизвестными лицами. Об этом он узнал, когда связался с подругой по телефону. Более 1000 человек эвакуированы на юге Перу из-за пробуждения вулкана Убинос, самого активного в стране. В пятницу он выбросил в небо столб дыма и пепла высотой более 5 километров. Власти подняли уровень опасности с желтого до оранжевого, рассказывает Артем Сторонов. Вулкан Убинос, самый активный на территории Перу, в пятницу утром в очередной раз проснулся и выбросил в небо столб пепла, пыли и осколков высотой более 5 километров. По словам очевидцев, пробуждение началось с 2 сильных взрывов. Облако пепла ветер начал сносить на юго-восток. В результате оно накрыло регион диаметром 50 километров, в который попали по меньшей мере 8 населенных пунктов, и почти достигло Чили. Власти повысили уровень опасности до оранжевого и объявили эвакуацию. В район бедствия прилетел президент Перу Мартин Вискарра. Он рассказал, что видел немало извержений Убиноса, но таких характеристик у них никогда еще не было. Рядом с вулканом есть город Керапи. Его раньше уже переселяли, но теперь там снова появились жители. Всего в 4 километрах от кратера. Им нужно немедленно уезжать. Чуть дальше есть город Убинос, там живет много людей, и он попал в зону, напрямую страдающую от извержения. Мы перевозим жителей в безопасное место, в укрытие, выделяем для них дополнительные палатки. По словам президента, из опасного района эвакуировано уже более 1000 человек. Тем, кто остался, власти выдают маски и очки, чтобы пепел не попадал в глаза и легкие. Извержение повлияло на все, особенно пострадали посевы. К тому же в городе есть животные. Вода полностью загрязнена, из-за пепла она почернела. В южной части Перу находится около десятка активных вулканов. Страна является частью Тихоокеанского огненного кольца, области, в которой происходит большинство извержений и землетрясений. В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.